В мире искусства есть особое направление, которое позволяет каждому ощутить себя настоящим творцом. Гончарный круг, качественный материал, немного воды, фартук и, конечно, умелые руки – обязательные условия для создания будущего шедевра из глины. Гончарное ремесло – одна из древнейших и интереснейших профессий. Если ранее им могли заниматься только мастера, то теперь работа с глиной доступна каждому. Любой человек может создавать свои изделия, получая при этом положительный энергетический заряд. Гончарное ремесло объединило двух девушек, которые в последующем смогли основать свое дело. Год назад Сария Адзенба и Яна Туркия открыли в Сухуми гончарную студию. Одна по профессии юрист, другая переводчица. Однако сегодня они настоящие творцы. Мы с Яной пытались занять чем-то свой досуг в период пандемии и случайным образом попали на мастер-класс по лепке. Влюбились в работу с глиной с первого прикосновения и как-то параллельно стали заниматься уже постоянно. И появилась идея создания такого пространства в Абхазии. Я проходила здесь курс у Даура Гумба в студии «Артель», трехмесячный курс по гончарному ремеслу. Затем я переехала в Москву, там уже пошла на работу в «Колокол», это гончарная студия, в которой уже Яна на тот момент работала администратором и мастером. И там уже тоже нарабатывала навык, проводила мастер-классы. То есть мы изнутри с Яной поняли, как работает вся эта сфера, как можно организовать работу в целом, как организовать отношения между работниками и так далее, наладить все процессы. И когда мы уже поняли, что мы готовы к тому, чтобы начать что-то свое, мы переехали в Абхазию и уже стали здесь искать какие-то способы реализации нашего проекта. Зимой прошлого года молодые предпринимательницы нашли помещение в центре Сухума. Собственными силами сделали ремонт, закупили оборудование и материалы. И уже 1 июня 2023 года студия открыла свои двери для посетителей. Изначально они сосредоточились на мастер-классах, и это стало их первым шагом в бизнесе. Мастер-классы быстро приобрели популярность, люди проявляли большой интерес. И тогда мы поняли, что пора двигаться дальше, рассказывает Яна Туркия. Поэтому девушки решили начать производство керамической продукции. Потом, в связи с расширением штата сотрудников и с увеличением потока людей, мы поняли, что нам нужно больше оборудования, и узнали как раз о программе поддержки малого и среднего бизнеса, и подали заявку. Да, мы получили грант, общая сумма была 375 тысяч рублей, 80% это субсидия была и 20% наши собственные средства. На эти деньги мы купили печь, мы купили гончарный круг, мы купили раскатчик и мы купили экструдер. Таким образом, оборудование для проведения мастер-классов уже давно используется в работе. Также в пути покрасочная камера и печь большего объема, чтобы производить различные изделия. Одним словом, студия переходит к следующему этапу – к серийному изготовлению сувениров и посуды. Мы сейчас работаем на производство сувенирной коллекции. То есть то оборудование, которое у нас есть, оно по объему нам позволяет тиражировать сувенир, потому что она маленькая. Для производства посуды нам как раз-таки нужно было оборудование побольше и помощнее, что мы, собственно, и закупили. Стоит отметить, что студия уже производит магниты, сувенирные формы с репродукциями абхазских художников. Магниты, которые покрыты глазурями, есть магниты, которые не покрыты ничем, они такие шершавые. Дальше у нас литье. Это две формы, они у нас в разработке. Сейчас мы ищем подходящие материалы. Первое – это наши часы городские. И второе – это фонари на набережной. И третья наша разработка – это такие таблички с репродукциями Александра Чачпы. Открытие собственного магазина – следующий шаг в развитии. Продукцию можно будет приобрести как в самой студии, так и на различных интернет-площадках. Мы сейчас не занимаемся продвижением именно нашей продукции, потому что она до сих пор находится в разработке. Но даже на какие-то образцы или на наши первые изделия спрос есть. То есть например, последняя табличка Чачпа осталась, хотя их было штук 10-15.
Также планируют дальнейшее расширение команды. Когда мы начинали, нас было 2. Сейчас нас в команде уже 5 получается. Вот. И благодаря производству еще планируем человек 3, наверное, нанять технолога, еще одного глазуровщика и литейщика. У нас есть затруднения с поисками кадров, потому что, ну, во-первых, гончар не очень популярная профессия в Абхазии. И человек, который нужен на производство, технолог, ну, здесь их вообще, по-моему, нет. Те мастера, которые есть у нас сейчас в студии, это и мастера, которых мы обучили. Поэтому мы планируем поехать в Россию, в Самару, обучиться там на профессию вот, технолога и найти кого-нибудь здесь, обучить также и нанять на работу. Девушки с удовольствием провели нам экскурсию, показали и рассказали про процесс изготовления продукции, а также открыли секрет отличия их работы от абхазской глины. Чем наша посуда отличается от как бы, абхазской глиняной посуды? Абхазская глиняная посуда, она производится на основе местной глины. Это низкотемпературная глина. Мы используем глину, которую мы закупаем в России, в Челябинске, нам привозят. Она как бы высокотемпературная, она подходит для изготовления посуды, высококачественной, высокотемпературной посуды. Вот. Также мы используем и глазури высокотемпературной, ну и в принципе они по цвету тоже также отличаются. История студии «Рама» – это пример того, как при поддержке государства мечты и упорства могут превратиться в успешный бизнес. Данная программа помогла нам реализовать наши идеи, масштабировать их, и мы, конечно же, хотим поблагодарить Министерство экономики, президента за такую возможность и за то, что они помогают молодым людям. Нашей съемочной группе удалось застать процесс изготовления будущей кружки. Гончарный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала мы должны хорошенько приклеить комочек к кругу, затем включаем круг, смачиваем руки, находим удобное положение, такое, чтобы руки нашли какую-то опору. Я опираюсь себе в ноги. Затем нужно хорошенько комочек перемять. Что это значит? Это нужно выгнать пузырьки воздуха, которыми сейчас наполнен наш комочек. Для этого мы надавливаем на глину с 2 сторон и такими надавливающими движениями поднимаемся наверх, чтобы у нас вместе с нами рос наш комочек. Вот так за 5 минут можно сделать изделие, которое в течение месяца пройдет сушку, обжиг и глазуровку. Государственная краткосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Абхазии действует с 2022 года. За это время было удовлетворено 294 заявки предпринимателей на общую сумму 200 миллионов рублей. Лаура Капш, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.